Казахстан. 9-я по величине территория в мире. 90 населенных пунктов страны имеют статус города. Большинство из них связаны с железной дорогой. Этот цикл репортажей рассказывает о необыкновенных судьбах городов и людей. Курорт Бурабай, казахстанская Швейцария. Сказать, что это живописное место, значит не сказать ничего. На берегу озера Катарколь раскинулся густой сосновый бор. Вдалеке зелеными волнами леса поднимаются горы, на вершинах которых облака останавливают свой бег. В этом краю природа заглядывает в зеркала многочисленных озер, а водная гладь отражает ее красоту. Вот бельчонок без страха спускается на землю в поисках сосновых шишек. Вокруг царит первозданная чистота и покой. Но скоро у обитателей леса появляется сосед. И этот неспокойный сосед – я. Я один из тех, кто относился к спорту всегда с пониманием и только. Поэтому подобные спортивные снаряды, как эта гиря, в руках удается подержать очень редко. Но и у ботаника наступает прозрение. И если вы решили потренироваться пару раз и слегка в этом переусердствовали, то лучше вовремя остановиться и посмотреть, как это делают профессионалы. С этой целью я и приехал в Боровое на 15-ю летнюю спартакиаду среди железнодорожников. Таковых здесь собралось 200 человек. Посмотрим, что они делают. Это начало юбилейной спартакиады Казахстан-Темір-жолы. В 15-й раз железнодорожники собираются на своей курортной базе. На 4 дня санаторий имени Сакена Сейфуллина превращается в спортивную площадку. И теперь здесь работает только 3 правила: быстрее, выше, сильнее. Мне не обойтись без проводников, людей, которые покажут удивительный мир человеческих возможностей. Когда здоровый, сильный духом человек работает, меньше заболеваний. Здесь очень много всяких. Ольга Липчанская, главный организатор соревнований. В компании «Казахстан-Темір-жолы» Ольга Васильевна отвечает за проведение спортивных мероприятий. График ее работы расписан на год вперед. И это не только местные и республиканские соревнования. С недавнего времени железнодорожники представляют Казахстан на международной арене. За соревнования мы поднимаем 15 тонн. Да. 15 тонн, 1/4 вагона. Владимир Кресс – 10-кратный чемпион мира по гиревому спорту. Неоднократно им покорены чемпионаты Европы. По специальности Владимир – связист. Работает на Костанайском отделении железной дороги. Проживает в городе Аркалык. Владимир раскрывает нам образ спортсмена-многоборца. Он успешно помогает команде на соревнованиях легкоатлетов и в волейболе. Когда уже чувствуешь, что видишь, что результаты будут хорошие, тогда уже азарт появляется и какое-то волнение. Асель Ахмедьярова, новичок в спорте, впервые приехала на спартакиаду и сразу же заняла 1-е место. Асель отлично бегает. Кроме того, команда алматинских железнодорожников доверяет девушке самый непредсказуемый вид соревнований – дартс. Асель помогает нам увидеть жесткий мир спорта глазами хрупкой женщины. Наши герои представляют 15-ю летнюю спартакиаду Казахстан-Темір-жолы. Это яркий и насыщенный мир многоборья. С чего начинается спартакиада?
с заезда участников. 17 команд, 14 из которых представляют регионы. Как только люди размещены, представители команд идут на первое мероприятие спартакиады – заседание судейской коллегии. Добрый вечер. Рады всех вас видеть. Все доехали, все вроде как нормально. Разместились нормально? Для Ольги Васильевны наступает горячее время. Первая жеребьевка и распределение участников по видам многоборья. Если раньше команд было 14, то в этом году появились еще 3. А все дело в том, что теперь железнодорожники представляют Казахстан на международных соревнованиях. КТЖ вступила в Международный союз спортсменов-железнодорожников. У нас 14 отделений дороги и станция «Достык». В этом году, так как мы в прошлом году в мае месяце вступили в Международный союз спортсменов-железнодорожников, сейчас, значит, руководством компании, как было такое предложение, чтобы принимали участие во всех наших мероприятиях спортивных и акционерные общества. В этом году, значит, в наших мероприятиях принимают участие 2 команды. Это акционерное общество АО «Локомотив» и АО «ВЖДО». Иначе говоря, из победителей спартакиады компания «Казахстан Темиржолы» будет формировать сборные команды для мировых соревнований. Теперь казахстанские многоборцы живут по правилам Международного союза. Это отразилось на программе летних игр. Спортсменам предстоит попробовать свои силы в 6 дисциплинах: гиревой спорт, кросс, дартс, волейбол, настольный теннис и эстафета легкоатлетов. Судьи объявляют жеребьевку команд. 15. Павлодарская. 12. Карагандинская. 16. Бегунам раздают майки с порядковым номером. Кое-кто, прихватив первый номер, уже предвкушает победу. Кому-то попадается счастливая 7. Но реальная ситуация, конечно, сильнее суеверий. И эта ситуация – погодные условия. Спартакиада хоть и летняя, но часть соревнований пройдет в помещении. Об этом судьи предупреждают честно. Если будет дождь, то автоматически соревнования переходят в спортзал. Пока идет совещание судей, спортсмены подкрепляются в столовой. Уже на следующий день этим мужчинам и женщинам нужно будет максимально выложиться, чтобы помочь своей команде. Участвуют, значит, в каждой команде у нас принимает участие 11 человек, из них 9 мужчин, 2 женщины и представитель с отделения дороги. Каждый состав одной команды 12 человек. И вот наступает утро 2 июня. Отдохнувших спортсменов ожидает сюрприз. Небо с утра затянуто тучами. Временами льет дождь, но капризы погоды участникам не страшны. Лично для меня это отличная погода такая. Как бы дыхание, все, чтобы в норме было. Это для бега исключительная погода. Похоже, прохладный ветерок и пасмурное небо воодушевляет не только спортсменов. Этот настырный бельчонок продолжает свое путешествие с одной сосны на другую в поисках орехов. И, похоже, они увенчались успехом. Он видит добычу – это красивая сосновая шишка. Но добраться до нее белка не успевает. Странный шум заставляет зверька забраться повыше, на безопасное дерево. Большинство участников – бывалые спортсмены. Они уже познали сладость победы и горечь поражения. Я спешу поговорить с ними, узнать боевой настрой. Попутно отмечаю для себя особенности. Первое, что объединяет участников соревнований – это наличие формы. На ваш взгляд, для спортсмена что значит форма? Для спортсмена, в первую очередь, со стороны спортсмена, это его физическая подготовка. А в плане, если как обмундирование, комплекта одежды, то это должна быть единая форма у всех участников соревнований. Потому что, чтобы оно смотрелось, чтобы оно выглядело красиво, выглядело на площадке, на параде.
Второе, что обычно объединяет в спорте, это дружба. Но на этой спартакиаде дружба решила побеждать. Побеждает, естественно, дружба. Дружба в переводе на казахский «достык». А на железной дороге есть станция с таким названием. Уже 5 лет достыковцы выставляют свою отдельную команду и на местные соревнования, и на международные. Ну, если сказать о том, что чисто достык, он собирается выступить на следующий год на чемпионате мира среди железнодорожников, который пройдет в Италии по велосипедному спорту. Достыковцы – опытная команда, но есть и новички, причем особенные. Команда военизированной железнодорожной охраны была создана в этом году. Ребята впервые приехали на соревнования и тут же стали причиной всеобщего недовольства железнодорожников. В спортсменах ВЖДО многие инструкторы узнали своих бывших подопечных. В ВЖДО, военизированной железнодорожной охраны, там очень много спортсменов. И те участники, которые когда-то принимали участие в том или ином отделении дороги, сейчас самые лучшие участники принимают участие в их команде. Вообще, конечно, сейчас это вот такой камень преткновения, честно говоря. Очень многие обижаются. Те, которые годами выступали за отделение дороги, они сейчас, получается, вырваны были нами в нашу команду, естественно, в ВЖДО. И они даже иногда подходят и говорят: я не знаю, что делать, они со мной не разговаривают. Так началась 15-я летняя спартакиада КТЖ. Команды готовы к жесткой борьбе. И мужчины, и женщины ждали этого события целый год. Кто окажется сильным и будет представлять Казахстан на престижных международных соревнованиях? Смотрите сразу после рекламы на 7 канале. Внимание! Будьте осторожны. Самые меткие и самые быстрые женщины Казахстана. Что они могут противопоставить таким мужчинам? За соревнования мы поднимаем 15 тонн. И будут ли у железнодорожников свои олимпийские чемпионы? Все это после рекламы в программе «Дорога жизни». Меня зовут Азамат Ергалиев, и я, неспортивный человек, получаю спортивные травмы. И если вы решили потренироваться пару раз и слегка в этом переусердствовали, то лучше вовремя остановиться и посмотреть, как это делают профессионалы. Мне повезло. Я отправился в курорт Борабай, где проходит 15-я летняя спартакиада среди спортсменов-железнодорожников. 224, 225. Зачем национальные компании развивают спорт и чего добиваются железнодорожники? То у нас обязательно будут олимпийские чемпионы. Обо всем этом мы расскажем прямо сейчас. Александр Шестопалов – железнодорожник, спортсмен и отец 3 детей. А еще он профессиональный легкоатлет. На летней спартакиаде защищает цвета Акмолинского отделения КТЖ. Перед каждой дистанцией многоборец осматривает трассу, на которой ему предстоит противостоять соперникам, а их Александр уважает. Для меня было удивлением большим, что так же самое на железной дороге работает очень много спортсменов, которые продолжают заниматься и отличные результаты давать для страны, для республики, для областей, для своих регионов. Вообще люди настолько отдаются спорту только в одном случае, если есть чувство локтя. Иначе говоря, если спортсмены верят в поддержку. По словам главного организатора соревнований, у железнодорожников такая поддержка есть. У нас на железной дороге есть и календарный план, где проходят мероприятия. У нас они проходят ежегодно и помесячно, и помимо что у нас проходят эти мероприятия. Нигде ни в каких компаниях у них они проходят разово. Провели какую-то спартакиаду единую по нескольким видам спорта. У нас все это в компании. Оздоровление, корпоративный дух. У нас детвора потихонечку должна подтягиваться к спорту. Это же самое главное.
Владимир Кресс, пожалуй, самый знаменитый житель города Аркалык. Есть у него мечта – развивать традиции гиревого спорта у казахстанской молодежи. Он не делает разницы между мировыми чемпионатами и маленьким помостом спартакиады. Каждое соревнование для него – возможность втянуть в спорт молодых парней, будущее Казахстана. На спартакиаду в Борабай Владимир прилетел с чемпионата Европы и одним своим видом вдохновил тех, кто делает в гиревом спорте первые шаги. Можно вот так вот по-речески, вот так, на кисть или на гусь идет. Вот он обучает соратника по команде, а здесь уже дает стратегические указания. Несмотря на то, что Владимир профи, он волнуется, на кону репутация команды. Гиревой спорт открывает спартакиаду. По условиям тура мужчины поднимают вес в 24 килограмма в течение 10 минут. Кто сколько может. Тон соревнования задают ветераны железной дороги. Такие есть в каждой команде. Бойцы старой закалки, они не жалея сил, стараются во славу родного коллектива. Давай, дядь Коль, давай! Молодец! Молодец! Есть! Давай! 70-летний дядя Коля выжил гирю 138 раз. Пример молодым. Наблюдательные судьи громко считают число подъемов и фиксируют результат. Это пока лучший результат. Весовой котировок до 70 килограмм. Выход Владимира на помост не остается незамеченным. Пока чемпион поднимает гирю, все 10 минут на него смотрят объективы фотоаппаратов. Некоторые не упускают возможности отснять выступление многоборца на камеру мобильного телефона. Есть на что посмотреть. Человек работает словно машина. Мужчина подбрасывает 1,5-пудовую гирю, словно пушинку, 230 раз. Осталось 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Владимиру просто не хватило времени, чтобы сделать 300 подъемов. Ну, если тут больше времени, конечно, можно и больше тягать. Это разговоры в этом нету. Это, как говорится, моя специфика просто-напросто. Я этим занимаюсь уже более 10 лет. Ну, я натренирован. Тем более, я вот буквально неделю назад приехал с чемпионата Европы. И вот я занял там первое место. Кстати, меня вот спонсировала КТЖ. Со Астаны мне вот выделили деньги, чтобы на поездку. Это я очень благодарен. 15-я летняя спартакиада – это соревнование многоборцев. В каждой команде по 11 человек. Всего 17 команд. Принять столь большое количество народу – настоящее испытание для организаторов. Нужно разместить и накормить 200 человек. За решение этой задачи взялась команда акмолинских железнодорожников. Об их работе нам рассказывает Кайрат Жукенов, работник стальной магистрали и сам почти железный человек. Ну, в спорт я пришел еще с 4 класса. Кайрат, как никто другой, знает. Это со стороны кажется, что спортсмены прохлаждаются на курорте. На самом деле людям даже присесть некогда. Каждый легкоатлет в команде готов заменить 10 на соревновании. Например, гиревик, он может и пробежать кросс, потому что есть у него и дыхание поставленное, и физическое состояние у него. Может, например, высоко выпрыгивать, так как это входит в состав функцию спортсмена, выполнение того или иного упражнения. Волейболисты, они те же самые игровики, они могут сыграть, и некоторые волейболисты хорошо играют в теннис, хорошо бегут кросс, эстафету, вот такие виды. Все сказанное подтверждается на следующей дисциплине. Это кросс. Для мужчин дистанция 500 метров, для женщин 300. Гиревики и волейболисты превратились в бегунов. Короткая разминка перед стартом. Есть время перекинуться парой слов с товарищем по команде. Все готовы? Готовы. Значит, с самого старта и до конца бежать. Каждая секунда, дорога каждая секунда. В 1 секунду бывает 3 человека влазит. 3 места. А нам важно место. Кто-то из вас должен хорошее время показать. Я даже знаю, кто это. Это он, это я. Первыми бегут женщины. Александр, как джентльмен, болеет за всех прекрасных дам. Давай, 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 не останавливайся!
Такое внимание публики выдерживают не все, и одна участница сходит с дистанции. Вскоре наступает черед мужчин. Скоро избавишь, во-первых, а во-вторых, подскользнуться можешь. Возьми лучше по краю, вот где березки вот на углу. Краю не бери. Хорошо, тренер. И Александр приходит четвертым, а гиревик Владимир Кресс вторым к неудовольствию поклонников. Почему второй? Ну, это же Ты шел первый. Это же не гиревой спорт. Зато в гирях первый. В гирях-то понятно. Ты шел первый. Что такое? Ну, немножко ножки подсели. В гирях, значит, выложился полностью. Джамбу! 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 О, правильно, красавчик. Молодец. Вот это по-нашему. Слушайте, если кому-то случайно не повезло с результатами в спартакиаде, то можно оторваться вот таким вот образом, болея за свою команду, вот так вот прыгнуть к забору и кричать «Жамбал!». Рядом с Жамбылом побеждает дружба. Команда станции «Досток» выигрывает волейбол у сильнейших в этой спартакиаде команды ВЖДО. Но военизированная железнодорожная охрана не сдается. Эти люди всерьез заболели спортом. И в дальнейшем мы планируем открыть теннисный клуб для работников общества и еще для детей, чтобы могли заниматься не только родители, но и дети. Потому что, конечно, основное внимание детям, получается, уделяется только вечернее время. 8, 7. Следующий вид спорта, который является для казахстанцев билетом в Международный союз, это дартс. Асель Ахмедьярова готовилась к соревнованиям по дартсу целый год. И вот результат. Первое место на спартакиаде. Девушка выбила 80 очков, но, увы, проиграла кросс. Ну, конечно, когда по бегу, если даже и не показала такие хорошие результаты, я, конечно, разочаровалась, я была обижена и на себя. Я думаю, зачем я приехала, подвела. А потом, когда уже по дартсу как бы взяли место, и лучше настроение стало. Когда уже чувствуешь, что ты выиграешь. Ну, когда уже чувствуешь, что видишь, что результаты будут хорошие, вот тогда вот уже как бы азарт появляется и какое-то волнение. Каждый из участников спартакиады может рассказать то же самое о волнении и азарте. Но все их переживания в финале будут вознаграждены, а кое-кто почувствует сладкий вкус победы. Ольга Липчанская готовит награды на утреннюю церемонию. Здесь кубки, медали и предметы бытовой техники. Для нашей героини это уже 5-я бессонная ночь в Боровом. Спартакиада удалась, и работы было очень много. Иногда говорят, вот, ой, в Боровое поехали, вы отдыхаете. Вот эти все 5 дней мы где-то не спим, где-то не досыпаем, мы действительно работаем. И днем, и по ночам. Итогом этой кропотливой работы станет формирование сборных команд КТЖ по баскетболу и спортивному ориентированию. Эти сборные в сентябре месяце поедут в Болгарию и Норвегию. Там железнодорожники будут представлять Казахстан. И, возможно, недалек тот день, когда у железной дороги появится свой олимпийский чемпион. Если такие виды, как армрестлинг и гиревой спорт, включат, например, в олимпийские виды спорта, или даже тот же волейбол или баскетбол, она не включена уже, то у нас обязательно будут олимпийские чемпионы. 15-я летняя спартакиада стала путевкой для многих железнодорожников на мировые чемпионаты. Турниры, которые начинались на любительском уровне, переросли в серьезные соревнования. Это стратегия Казахстан-Темиржола – растить профессионалов в спорте, вкладывать в них деньги. Завтра лучшие из них будут представлять во всем мире свою национальную компанию и свою страну. Друзья мои, занимайтесь спортом, потому что спорт – это жизнь, здоровье и сила. Будем здоровы, поэтому на следующей неделе в субботу увидимся на 7 канале. Берегите себя и счастливой вам дороги по жизни.